Всем привет! Вы на канале Illumination. Сегодня я расскажу, как играть в Лонжерон. Лонжерон это простая карточная игра на взятки с очками. Так что, если вы умеете играть в почти, можно сказать, любую карточную игру на взятки с очками, то вы легко научитесь играть в Лонжерон. Для игры нужна колода из 35 карт, от шестерок до тузов. Пиковый туз отсутствует. Да что да. Это старшинство карт обычные, то есть шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама, король, туз. В пиковой масти король является самой старшей картой, потому что пиковый туз отсутствует. В Лонжерон всегда играет 2, 3, 4, 5, 6 или 7 игроков. Цель игры набрать определенное количество очков. Существует вариант, в котором игра заканчивается после определенного количества раундов. Игрок, владелец наибольшего количества очков выигрывает. Так, раздача. Один из игроков становится сдатчиком и раздает каждому игроку 5 карт. Сначала 3 карты, потом 2 карты, и после этого с этой колоды убирается. Итак, после того, как все игроки получают 5 карт, раздача заканчивается, начинается ход игры, розыгрыш взяток. Игрок слева от сдатчика ходит первым. Каждый противник обязан выкладывать карты одинаковой масти. Если таких карт нету, то тогда выкладывают любые карты на свое усмотрение. Козыря в этой игре нет. И еще после расположения последней карты взятка всегда остается на поверхности, то есть владелец последней карты, он ее ложит, и владелец самой старшей карты, он не забирает взятку и не поворачивает ее рубашку вверх. Он просто, как бы сказать, он просто оставляет все карты на поверхности и укладывает следующую карту. Итак, раунд идет до тех пор, пока у каждого игрока не закончатся все карты. Потом розыгрыш заканчивается, начинается подсчет очков, который в этой игре очень простой, но не такой простой, как карточная игра Разгильдяй. Итак, владелец самой старшей карты последней взятки получит 3 очка, если... одно очко, если самой старшей картой является восьмерка или любая карта старше восьмерки, которая принадлежит владельцу, тогда он получит 1 очко за это. Ой, извиняюсь, это было случайно. Так, он получит 2 очка, если
если самой старшей картой является семерка. И получит 3 очка, если самой старшей картой самой старшей картой является шестерка. То есть, если шестеркой побьет короче, будет бить все карты, тогда за это получит 3 очка. Итак, да. Короче, победитель раунда, то есть игрок, который положил самую старшую карту в последней взятке, становится с датчиком в следующем раунде. Итак, игра идет до тех пор, пока... Короче, партия идет до тех пор, пока не... До тех пор, пока не... До тех пор, пока не... Короче, до тех пор, пока останется один игрок, который не достигнет определенного количества очков. Или там в другом варианте партия закончится после определенного количества раундов. Как я уже вам говорил, владелец наибольшего количества очков выигрывает, остальные проигрывают. Так что да. Итак, я вам рассказал все. Думаю, я вам рассказал все про карточную игру Лонжерон. Надеюсь, вам понравилось видео. Надеюсь, вам понравилось видео. Надеюсь, вы поняли, как играть в эту игру. Извиняюсь за момент, в котором перевернулась ваша... Короче, перевернулся экран. Это я просто случайно ударил по телефону. Так что да. И мне больше нечего сказать, так что всем пока.